Проведение Дня Республики во всех городах и районах на самом высоком уровне – это добрая традиция. Рабочая группа по подготовке к 97-летию региона утвердила межведомственный план мероприятий. В этом году все начнется 17 августа в селе Айкино. Там впервые пройдет совершенно новый межрегиональный экофестиваль «Пелыч-Гаш» именины у Рябины. В прошлом году старт дала Ухта. Концепция подготовки к столетию Республики Коми подразумевала, что каждый очередной год является этапом приближающегося столетнего юбилея региона. Поэтому посредством поддержки грантовой правительства Республики Коми муниципальные образования на условиях конкурса получают соответствующую поддержку. 18 августа к празднованию присоединится Сыктывкар с выставкой достижений и отраслей народного хозяйства «Достояние Севера». Посетителей ждут площадки муниципалитетов, презентации фильмов о Коми, детские интерактивные зоны, концерт, розыгрыши призов. Новшество года – аллея здоровья, которая разместится на 100 квадратных метрах. Планируется, что целевая аудитория выставки будет иметь достаточно широкий охват. По состоянию на сегодняшнее число официально подтвердили свое участие 95 предприятий организаций Коми и всех муниципальных образований Республики Коми. Прием заявок не закрыли, завершили, потому что не сможем больше разместить. В эти дни в столице Коми также пройдут выставка «Выбирай наше», молодежный фестиваль «Диалог культур» и 4-й Всероссийский фестиваль национальных и неолимпийских видов спорта, который республика проведет у себя уже во второй раз. Напомним, в программу фестиваля включено 18 видов спорта, в которых будут определены сильнейшие атлеты России. Ожидается, что он соберет участников из 50 регионов России. А 22 августа республику с 97-летием поздравит австрийская группа «Joy». Группа наиболее известна своими хитами «Touch by Touch», «Валерий» и «Hello». Своим выступлением музыканты завершат праздничный концерт на Стефановской площади столицы. А жителей Усть-Вымского района с праздником поздравит Александр Ягия, российский музыкант, композитор и экс-солист группы «Белый орел». Сегодня он больше известен как участник вокального телешоу «Голос».